20 студентов из Башкортостана в составе студотряда отправились на БАМ. Чем привлекательно это направление? Давайте поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Сегодня у нас здесь Елена Саматова, это комиссар регионального штаба студенческих отрядов Республики Башкортостан. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, вот в июне студенты из Башкортостана в составе своих отрядов отправились на БАМ. Вообще был период, когда это направление, да, и студенты, студотряды, тем более БАМ не было так привлекательно. А вот сейчас вроде как возобновилось. Вот расскажите подробности. Мы на БАМ уже отправляем второй год отряды. Как раз у нас с Уфимского колледжа транспорта железных путей отправляется один отряд строительный. Это «Путь» называется. В количестве 20 человек они уже второй год работают на этом проекте, занимаются ремонтом и выстраиванием как раз железных путей на участке, которых их направят. Их направили как раз на участок в сибирской части дороги. Елена, как ребята проходили отбор? Вообще, был ли отбор? Или вот всех подряд желающих брали? Но квотируемая история. Люди с как раз экосистемы Самарского техникума университета железной дороги, они как раз распределены по регионам. И определенное количество человек с одного региона как раз отправляется на трудовой проект. От нас вот 20 человек. Вот личное желание, как у студентов? Но рвутся, потому что это их направление, на которое они учатся, и поэтому им это приоритетно. Получить как раз опыт, по которому они учатся в специальности. Но, насколько я понимаю, набор студенческих отрядов продолжается. И каким образом вот можно стать участником? Как можно в него попасть? Вообще у нас есть связь с образовательными организациями, как раз с регионального штаба. И чтобы получить информацию о студенческих отрядах, достаточно обратиться в образовательную организацию. Или если уже есть там отряды, то в штаб студенческих отрядов на базе образовательной организации. Но можно напрямую в региональный штаб, мы уже скоординируем, направим куда. То есть можно еще и трудоустроиться через отряды? Да, конечно, это наша основная цель — трудоустройство студентов. Но при этом по какой специальности, на какую работу можно устроиться? Мы работаем в 7 направлениях. Там и строительное направление, и медицинское, сельскохозяйственное, путиные — это рыбообработчики, вожатые педагоги работают. Разные направления. Еще у нас и производственные есть. Это уже работа над трудовых проектов более специальных, профильных, в основном в Республике Башкортостан и в Республике Татарстан. А все ли ребята, именно которые входят в отряд, например, да, получают еще в довесок рабочие специальности, да, какие-то, которые потом станут фундаментом вот их уже, допустим, условно высшего образования? Вот вообще как эта схема работает? Я правильно ее поняла? Да, у нас есть субсидия от Министерства образования совместно с Центральным федеральным нашим штабом российских студенческих отрядов. И по регионам у нас выделяются средства как раз по этой субсидии. Башкортостан как раз занимает 3-е место вообще в России по выделению средств. И мы на эти средства обучаем как раз на рабочие профессии, на которые будем трудоустраивать ребят. Они получают диплом, квалификацию от образовательной организации, обучаются на профессию и уже работают по профессии у нас на трудовых проектах по направлениям. На скидку сможете сказать, сколько человек состоят в студотрядах? Да. Как они, вообще в целом, как проходит этот поток? В количестве у нас, если смотреть по прошлому году, было 5000 с лишним студентов. Но сейчас у нас активное трудоустройство, как раз летний период. У нас увеличивается это количество. Вообще цель на этот год — это больше 6000 студентов в нашей организации, именно в Республике Башкортостан. Насколько вообще студенты откликаются? Интересно им. Интересно больше то, что они могут не просто работать, но еще быть включенными в эту сферу молодежную, что они и себе пользу приносят, работая, и еще находятся среди таких же людей, которые хотят получить свой первый опыт официальный, хотят куда-то поехать. Это даже увеличивает их кругозор, путешествия к морю. У нас некоторые трудовые проекты на море находятся. Это для студентов завлекательно. Студотряд. В этом студотряде состоят только студенты из Башкортостана? Или иногда бывает, что из каких-то других регионов близлежащих присоединяются?
Ну, вообще студенческие отряды — это федеральная история по всей России. И в каждом регионе у нас находится региональное отделение. У нас по ПФО, Приволжскому федеральному округу, региональное отделение студенческие отряды есть во всех регионах. То есть есть там скоординированная история, и обращаются именно по месту обучения студенты. То есть если они учатся в Башкирии, то они в наше региональное отделение обращаются и уже работают от нас. Ну, разумеется, вы работаете со всеми городами, районами нашей республики. Да, конечно. Как вот могут студенты попасть к вам из других районов, городов? Потому что, может быть, ваше отделение есть. У нас региональное отделение, которое как раз координирует работу в регионе, находится в Уфе. Но у нас есть отряды, как раз штабы в других районах нашей республики. И поэтому вообще без проблем они могут обратиться в образовательную организацию к себе. Где учатся, туда и обращаются. Получают ребята только рабочие специальности или можно получить какие-то, может быть, другие, вот, если поподробнее, именно вот вы назвали 7 направлений, но там есть и вожатые, и рыбная отрасль, да. Вот какие еще есть, какие специальности ребят получают? У нас есть направление проводников, они обучают полгода как раз на проводников. Полгода обучают как раз, и потом уже трудоустраиваются. Вожатые у нас круглогодично обучают на тоже курсы вожатского мастерства они называются. А если брать по новым направлениям, такое как путиные рыбообработчики, у нас они обучаются на онлайн-школе Приволжского федерального округа. Окружная история. То есть еще здесь и курсы не такие, да, краткосрочные. Да, предполагается же, что как-то курсы, это подразумевается, что максимум 3 месяца, а вы говорите о том, что круглогодичное обучение. Максимум полгода учатся. Это проводники и вожатые как раз. Ну, там, понятно, это работа сложная с людьми, с детьми и в вагонах. Поэтому там конкретно обучают, как и везде. А расскажите, есть ли какие-то экзамены для того, чтобы вот прошел курс, да, и чтобы понять, как усвоил студент материал, или уже нет такого? Ну, по каждому обучению у нас в конце проводится как раз аттестационный период. У проводников это проводится в депо, нашем вагонном участке. У вожатых проводят на месте как раз, где их обучают. В основном это образовательная организация, которая занимается педагогической практикой. Обучают, вот мы с вами говорили о том, что в Уфе есть региональный штаб по студенческих отрядов, и в других городах и районах у вас есть, да, свои филиалы, штабы, отделения. Где проходят вот студенты из других городов, где они могут пройти эти курсы? Например, на вожатого. Не могут же в каждом районе организовывать их? Они проходят ее в основном школу вожатства, например, проходят некоторые онлайн. Вообще, по педагогическому направлению, если говорить, то у нас есть в большинстве районов нашей республики школы. Сами образовательные организации совместно с штабом нашим региональным проводят как раз, выстраивают программу и обучают по ней. То есть в сцепке с нами. Если брать по проводникам, там уже, да, больше история в Уфе проходит обучение. Но мы тоже стараемся выводить на онлайн, чтобы хотя бы онлайн передавать знания как раз студентам в районах. Ну и самый главный вопрос, активно ли идут студенты? Интересно ли это? Да. Ну, как я уже говорила, что это для них интересно. Это сфера как раз молодежная, активная, не просто трудоустройство, как агентство по подбора персонала, а больше жизнь студента именно в коллективе молодежном, в активном и, так сказать, психологически здоровом. Тут и больше приоритета на трудоустройство, на становление себя как специалиста и в такой дружной сфере как раз студентов, которые имеют одну цель. И сколько зарабатывают студенты примерно? В среднем ввели подсчет? Я могу сказать по направлениям, но самое прям доходное для студента направление – это, наверное, путиные рыбообработчики, работа на Камчатке. Это около, в среднем 100 тысяч они зарабатывают. Проводники в среднем 50 тысяч, стройка 60 тысяч, педагоги 20-25.
такие вот разнообразные. Но Елена, не ниже 25 как раз. не ниже 25? Да. Ну, это хорошая зарплата для студентов, которые фактически только начинают и на какой-то определенный период времени устраиваются. Да. Елена, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали подробности вот этого студотрядов, этого движения, которое, как казалось, очень сейчас популярно, и очень многие готовы именно присоединиться к нему. Для других, для наших телезрителей, может быть, родители смотрят, которые готовы подсказать своим детям, да, куда им нужно обратиться? Можно, у нас официальная страница ВКонтакте, называется «Студенческие отряды Башкортостана». Но вообще можно вбить в поисковик любой браузер, и студенческие отряды у нас в федеральной истории всегда указываются контакты, к кому обратиться по регионам и куда писать. И социальные сети там указаны, и контакты. Елена, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию и рассказали об этой теме более подробно. Спасибо большое. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.